Арзубек Назаров вырос в небольшом киргизском городке Канти. По зову мальчишеского сердца он вместе со своими сверстниками пришел в боксерский зал к тренеру Анаприенко, воспитавшему не один десяток мастеров кожаные перчатки. За первое место награждается представитель Киргизии вооруженной силы Арзубек Назаров. Арзубек награждается золотой медалью чемпиона Советского Союза и памятным призом. Труден путь к победам. На пути к пьедесталу у Арзубека были и сияющие вершины, и глубокие овраги неудач и разочарований. Каждый боксер по-своему настраивается на бой. Я настраиваюсь на бой тоже своеобразно. Перед самым боем я стараюсь остаться один, со своими мыслями и с соперником наедине. Бокс влечет именно единоборство, там, где каждый отвечает сам за себя. Если взять другие виды спорта, такие как футбол, баскетбол, то в этих видах, если не сумел сам, то помог товарищ. А здесь заходишь в квадрат и остаешься один на один со своим партнером. Ни одного боя в Советском Союзе Арзубек не проигрывал. Все бои он выигрывал, всегда, везде, все соревнования. В двух соревнованиях, в которых он потерпел поражение, это был Кубок мира и Первенство мира, где он уступил кубинским боксерам Гонсалесу и Орте. Я много лет не проигрывал, именно так, чтобы почувствовать себя проигравшим на ринге. На чемпионате мира в Рено в 1986 году, когда я в полуфинале отбоксировал с Адольфо Ортой, это двукратный чемпион мира, вот тогда я почувствовал очень большую обиду на судей, на всех, потому что тогда я выиграл бой, но с ринга я ушел побежденным. Руку подняли моему противнику. Вот тогда у меня было, конечно, большое расстройство. Я как-то потерял веру, что ли. А в этом зале тренируются боксеры сборной команды страны. Среди лучших мастеров и наш Арзубек. Здесь частица его жизни. Здесь же и его друзья-соперники. Самсон Хачатрян, Серик Нурказов, Константин Дзю. Вот что говорит о Назарове главный тренер сборной страны Артем Александрович Лавров. Я думаю, те результаты, которые уже показал Арзубек Назаров, они говорят сами за себя. Он чемпион Советского Союза, неоднократный, был одним из сильнейших боксеров на чемпионате мира. По чистой случайности он не стал только чемпионом. Я думаю, что один недостаток – это техника ведения боя. То, над чем еще ему предстоит работать, и там, где, собственно, непочатый край деятельности для любого спортсмена. То есть совершенствоваться в технике можно еще долго, а ему предстоит в этом большая работа. Еще немного о своих поражениях. Вот самое, конечно, мое досадное поражение, это было на Кубке мира в 1987 году в Югославии. Я просмотрел видеозаписи своего боя. Теперь я знаю, над чем мне надо работать снова, что мне надо возобновить.
Не всякое поражение горе, но почти каждое – урок. Бокс тем и прекрасен, что позволяет достичь вершин, только преодолев соперника, достойного победы.